На такое важное мероприятие. В этом году, как уже сказали, отмечается 110-летие выдающегося писателя Ильяса Есенберлина, который родился в Акмолинской области, в городе Атбасаре. Здесь прошло его детство, как уже сказали, вот вы услышали, да, детство его прошло. Ну и он всегда с теплом вспоминал свой Атбасар, и когда дети его, дочери рассказывают нам, когда он вспоминал Атбасар, самое первое ему было большие круглые баурсаки. И он называл это атбасарские баурсаки. И его супруга Диляра Жусупекова, дети, и всегда, вот сколько раз я у них была дома, у них всегда на столе был большие такие круглые баурсаки. Это вот воспоминания об Атбасаре. После того, как он уехал с Атбасара, он приехал в 40-м году, приезжал после окончания института. Приехал, а там родственников никого не было, он еще неизвестный, никто его не знает. И он с такой какой-то, наверное, обидой, может быть, уехал с Атбасара, потому что в доме, где он жил, его дом, еще существует дом, этот дом построил его отец со своим братом Жукпаем в 1895 году. Можно потом поставим сейчас ролик, посмотрите. Уже больше 100 лет этому дому. Сейчас он в частном владении. Хотели бы мы тоже этот дом выкупить, но хозяева пока нам не продают. А хотелось бы тоже открыть дом-музей, восстановить, пока его сын Козу-Корпеш знает, как отец рассказывал, как в этом доме собирались эти акыны, те атбасарские такие. И вот Ильяс Есенберлин сидел возле этого дома, слушал эти сказки, рассказы, сам сочинял стихи, сам сочинял, оказывается, сказки. Потом воспоминания его младший брат Раунак говорит, что откуда он знал эти различные рассказы, сказки. Это все, оказывается, он сам выдумывал. С детства он очень любил математику, любил читать. И своего младшего брата Раунака, он какое-то время он не хотел идти в школу, он его заставлял, ругал, что надо идти, учиться, в школу надо ходить. И вот у них была одна обувь на двоих, по очереди ходили, одежды не было. Вот так вот они выросли в такой нищете, но не потерялись, стали известными людьми. Вот. В Атбасаре есть музей 90-е годы, в тяжелые 90-е годы. Вас еще не было тогда. Очень тяжелые времена были, перестройка. И в эти годы жители нашего района, нашего города, администрация, ну и дети писателя, конечно, сын Козу-Корпеш Есенберлин, открыли фонд имени Есенберлина, и вот был построен этот музей. Именно в центре города, где вот был дом, выкупили этот дом у этих людей, и прямо в центре города построили музей. И в прошлом, в 24 году этому музею уже 25 лет. Вот, со дня открытия. Вот как Сауле Букиханна говорит, в 2015 году отмечался 100-летний юбилей писателя. На центральной площади был открыт памятник, возведен памятник писателю. Это тоже на средства наших жителей, нашего района, города. Ну и, конечно, помогли дети писателя. Вот, что еще про музей?